По оценкам МВФ, из-за конфликта на Украине больше всего пострадает Кыргызстан и Таджикистан. Для Фарамуза Эргашева прокуратура запросила 30 лет лишения свободы. В Таджикистане официально завершен осенний призыв без статистики в процентах. Талибан запретил вещание «Голоса Америки» и радио Азады. Уровень бедности в странах Закавказья и Центральной Азии может вырасти на 1 процентный пункт из-за последствий конфликта в Украине. Такую оценку привел Международный валютный фонд. Наш последний региональный экономический прогноз показывает, что война в Украине может повысить уровень бедности в регионе Кавказа и Средней Азии на 1 процентный пункт в связи с ее влиянием на инфляцию и денежные переводы. Это означает, что еще около 1 миллиона человек могут оказаться за чертой бедности в ближайшие годы, говорится в сообщении. В МВФ отметили, что рост темпов инфляции в регионе наблюдается еще до начала конфликта, но его влияние на мировые цены на продовольствие и энергоносители усугубило прогнозы. Высокие цены на продовольствие особенно затрагивают малоимущие семьи, которые имеют низкий уровень сбережения и тратят большую долю своих доходов от 60 до 70% в Азербайджане, Кыргызстане и Таджикистане на продукты питания. По данным МВФ, на денежные переводы приходится от 10 до 30% валового внутреннего продукта в Армении, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Россия является важнейшим источником денежных переводов для большинства этих стран, особенно для Кыргызстана и Таджикистана. Как показывает прошлый опыт, денежные переводы из России тесно коррелируют с ВВП России. Чем выше ВВП, тем выше уровень денежных переводов, говорится в сообщении. Однако МВФ отмечает, что непрекращающиеся санкции в отношении России могут нанести ущерб ее производственному потенциалу, что обернется долговременными изменениями миграционных моделей и сокращением денежных переводов из России. Падение может оказаться значительным, учитывая прогнозируемый спад ВВП России, а это окажет глубокое воздействие на многие семьи, для которых они служат источником поддержки доходов. Как ожидается, к 2023 году высокая инфляция цен на продовольствие приведет к росту уровня бедности в среднем на 0,7 процентных пунктов в большинстве стран-регионов. В более бедных странах, где уровень бедности уже повышен, воздействие будет значительно выше. По оценкам фонда, наибольшему риску подвержены Кыргызстан и Таджикистан. Резкое сокращение денежных переводов может привести к еще большему росту бедности до 1,4 процентных пунктов в Таджикистане. В то же время эксперты признали, что ожидали еще более значительных негативных последствий для Закавказья и Центральной Азии. Но, к удивлению, экономическая активность в большинстве стран региона до сих пор держится на хорошем уровне, отчасти благодаря неожиданным позитивным побочным факторам, включая рост доходов и приток финансовых средств в регион, добавили специалисты. Прокуратура потребовала 30 лет тюрьмы для Фарамуза Эргашева, юриста и незарегистрированного кандидата в президенты Таджикистана на выборах 2020 года. Как сообщает радио Азади со ссылкой на свои источники, гособвинение попросило на прошлой неделе Верховный суд приговорить Фарамуза Эргашева к 30 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В Таджикистане 30 лет тюрьмы считается самым суровым наказанием после пожизненного заключения. 32-летний Фарамуз Эргашев, бывший депутат Маджлиса народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, был задержан в мае текущего года в Хароге. В начале июня он и еще 6 гражданских активистов, членов комиссии 44, были доставлены в Душанбе. Комиссия 44 была создана в Хароге в дни ноябрьских событий 2021 года из числа активистов гражданского общества ГБАО, которые выступили посредниками между митингующими и местными властями и способствовали прекращению акций протеста. В стране официально 30 ноября завершился осенний призыв граждан на обязательную военную службу. Об этом сообщает Министерство обороны Республики Таджикистан. В ведомстве отметили, что план призыва выполнен, но на сколько процентов не сообщили. В сообщении ведомства указано, что о полном выполнении плана отчитались Горно-Бадахшанская автономная область, 4 района столицы, подведомственные города и районы республики, Атлонская и Сагдийские области. Власти Талиба объявили о запрете вещания по радиостанции «Голоса Америки» и радио Азади афганской службы «Радио Свобода» в Афганистане. Талибы сослались на получение жалобы на контент СМИ.
Представитель Министерства информации движения «Талибан» сообщил, что вещание радио Азади было прервано в 13 городах. «Голос Америки» заявил, что его передачи также были отключены. Представитель талибов сказал, что этот шаг был сделан из-за несоблюдения журналистских принципов и одностороннего вещания. Он не предоставил дополнительной информации о якобы полученных жалобах.